В Инте заработала собственная кислородная станция при центральной городской больнице. Ежедневно в подачу кислорода здесь нуждается до 30 пациентов. Большая часть из них – это больные новой коронавирусной инфекцией. Любовь Лапина передает из Приполярья. Ковид не отступает, а вместе с ним и число зараженных пациентов, которые проходят лечение в стационаре, пока меньше не становится. Ежедневно в Интинской больнице до 30 из них нуждаются в подаче кислорода. И это не считая других больных. До недавнего времени лечение было особенно затратным, ведь кислород в больницу везли по железной дороге из соседней Кировской области. Своей кислородной станции в Приполярье не было. Вопрос о ней стоял уже в течение нескольких лет. И в первый же приезд еще тогда временно исполняющего, как помните, губернатора нашего региона Владимира Викторовича Уйбы, мы именно этот вопрос первый ему задали и рассказали, какие у нас проблемы с кислородом и почему она нужна. А в декабре прошлого года медики узнали приятную новость. Правительство Коми выделило деньги на покупку Интинской больницы собственной кислородной станции. В короткое северное лето провели все необходимые технические работы. Станцию установили около больницы. В республике только у нас такая кислородная станция. Там компрессор, сам непосредственно, который накачивает кислород. Сам концентратор кислорода, дожимной компрессор, который дает возможность заправлять в баллоны. Ну и там полностью оборудована этот контейнер пожарной сигнализацией, охранной сигнализацией. То есть там все по последнему слову техники. За сутки она вырабатывает до 20 баллонов кислорода. Если бы не ковид, этого бы с лихвой хватило на всю больницу. Но сейчас первоочередная задача – спасти тех, чей организм не смог самостоятельно побороть новую коронавирусную инфекцию. Кислородоустановка в Инте пришлась вовремя, как раз перед подъемом заболеваемости ковидом. Практически каждый второй больной, лежащий в стационаре с новой коронавирусной инфекцией, нуждается в кислороде. И, конечно же, она оказалась нам как нельзя кстати. Очень-очень нам помогла. Стоимость станции – 13 миллионов рублей. В Инту она прибыла из Якутии. На ее установку потребовалось почти 2 месяца. Но теперь аппарат работает исправно и, самое главное, полностью автоматизирован. Любовь Лапина, Наталья Домих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.